Так, ассаламу алейкум, добрый вечер, приветствую всех. Сегодня у нас 7 декабря 2020 года. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Как меня видно, как меня слышно? Скажите, пожалуйста, и можем переходить к нашему стриму. Так, вы уже тут, я смотрю, много чего понаписали. Всех приветствую, всем алейкум ассалам. Скажите, как видно и как слышно меня? Привет, друг, говорит Ярик, привет, Ярик. Максим Господарь, приветствую всех с оккупированной республики Саха-Якутия. Дорогие друзья, рад всех вас видеть. Максим Господарь, я вам напоминаю еще раз, каждый раз я напоминаю своим, чаще всего своим чеченским подписчикам, и вам напоминаю, что за призывы к отсоединению части территории России или нарушение территориальной целостности России Российской Федерации карается уголовным преследованием до 5 лет лишения свободы. Так что я вас прошу, не сообщайте свои данные, никак, чтобы вас нельзя было идентифицировать. Вас идентифицировать могут не только то, что тут вы напишете, да, и даже если вы, написав тут, попав в, например, тот же якутский ЦЕП, Центр по противодействию экстремизму, ЦПУ точнее, вы попадете в разработку и у вас могут быть проблемы. Я призываю всех, зная, в какой стране вы живете, быть очень аккуратными, очень беспокоиться о своей безопасности сами. Не забывайте об этом. Это очень важно, господа. Я не хочу, чтобы никто из вас пострадал. Я просто знаю, как это все происходит. Так. Ярик, так, хорошо, говорит. Ассаламу алейкум, Маш Довайшу, чеченский след, Рязанский сад. Ва алейкум салам, чеченский след. Маш Вовы. Так. Чеченский след. Я сделал из тебя модератором. Если не захочешь им быть, я тебя потом удалю. А так пока пользуйся властью данной. Ассаламу алейкум, Маршал Думас Арганема. Ва алейкум салам. Салауди Саида, ва алейкум ассалам. Слышно отлично. Слышно отлично. Видно тоже, я надеюсь, да? Бонжур, сова. Ассаламу алейкум. Рефранс говорит. Ва алейкум салам. Бонжур, сова. Так. Зачем отсоединиться от России? Нужно объединиться и все вместе наводить порядок РФ. Зачем отсоединяться от России? Нужно отсоединиться и все вместе наводить порядок. Салауди Саидов, это что вот такое? Как это значит? Зачем отсоединиться от России? Нужно объединяться и все вместе наводить порядок. Ну, это чисто кадыровский лозунг или какой ГРУшный, киевский, ямадаевский лозунг наводить порядок. Почему это мы должны наводить у них порядок? Салауди, ты меня удивил сегодня, Салауди Саидов. Очень странное утверждение. Почему это мы должны? Мы кому-то обязаны, что ли? Нет, мы должны жить в мире, в дружбе, с хорошо укрепленной границей. Все. Ходить в гости друг к другу, заниматься бизнесом и все. Отдыхать, дружить, все должно быть, да? Но никогда мы не будем и не были, никогда в Российской Федерации не были и не будем ею никогда. Это странное вообще у тебя заявление. Так, Русана Буда, как там с пандемией? Ну, ситуация с вирусом, обыденность как-никак. Руслан, с пандемией у нас ситуация тяжелая, как и везде, но как бы немцы, они в этом плане, да во всех планах, немцы очень законопослушные, и благодаря этому очень... Ну и медицина, конечно же, в Германии считается одна из самых лучших в Европе, возможно, в мире. И изобретена вакцина, между прочим, немецкой компанией фармацевтической. И вот со дня на день начинается вакцинация. Уже началась, говорят, вакцинация врачей, медперсонал, дома престарелых. Вот стариков начали прививать.
Вроде бы начали, я еще точно не знаю, начали или нет, но вот создаются большие центры, где будут уже всех остальных прививать. И я очень надеюсь, что и до вас, и до оккупированной Ичкерии, до Украины, до России доберется эта вакцина. И я думаю, что если не произойдет какой-нибудь мутации этого вируса, то я думаю, может быть, мы даже легко отделались. Ну, мы практически ничего не пострадали, конечно, погибли люди, взрослые люди. Это, ну, считайте, нация, вот после этой пандемии я как-то задумался над этим, из-за того, что погибают очень, ну, люди в возрасте, мудрость будет отброшена, человечество будет отброшено на какой-то определенный отрезок времени, назад будет отброшено из-за того, что вот погибают умные, мудрые люди, да, погибают ведь старики все, старики чаще всего, не чаще всего, но очень много очень умных профессоров, там, академиков и так далее, и так далее. Но зато в России будет бюджет из-за пенсионной реформы, которую как удачно перед пандемией Путин поднял еще там до 65 лет, довел уровень пенсионного возраста, выхода на пенсию. И как-то очень удачно совпала вот эта пенсионная реформа и гибель людей со слабым иммунитетом, скажем так, да, не только, конечно, старики гибнут, старики, взрослые люди, но гибнут и, конечно, другие люди, которые имеют очень... Ну, такая очистка человечества от слабых, иммунно слабых людей получилась. И если это рука человека, да, если это... Очистка, может, неправильное слово, конечно, это не кощунственное слово, но люди со ну, если это рука человека, вот этой зачисткой, если кто-то занимался, ну, это просто человек, который не имеет права просто находиться вообще среди людей. Человек должен быть ограничен от... Его должны ограничить от общества. Так, пойдемте дальше. Так, с Мусимом имел честь сидеть за одним столом, говорит Blackbeard. Так, всех приветствую. Да, Машу леди. Чеченцы, по-моему, самые страшные люди. Китай, Азаза. Да, мы очень страшные. Мы очень страшные. Так, господа, давайте, почитаю пока ваши комментарии, потом перейдем к основной теме, их будет несколько. Так, Асан, а Путин допустит, чтобы западная вакцина заменила русскую вакцину? Ну, я думаю, допустить, конечно же, он не может запретить, да, в плане так, чтобы вот не давать. Люди будут возить, мне кажется, вот западную, немецкую, американскую вакцину. И я думаю, люди будут возить и пользоваться, чем российской рисковать. Лучше прививаться импортной, заграничной, как говорится. Понятие частная собственность в Германии есть. Можно ли купить землю на всю жизнь или на 200 лет? Жюфранц, я, конечно, точно не знаю, но мне кажется, конечно, есть частная собственность. По-моему, вообще даже не слышал такого, что там какие-то 200 лет. Но я считаю, уже не покупаешь тогда, в аренду берешь. Так, Олекс Полейка. Я украинец, мне сквозь землю провалиться хочется, чувствую такое. Да, Алекс, это на самом деле не очень приятная ситуация, которая сейчас складывается вокруг нас. И мы обязательно сейчас это обсудим. Конечно, мы что-то должны как-то предпринять, какие-то меры. И я не знаю, что мы должны сделать, но это не может продолжаться так. Этого русские не делают. Россия не выдает тех людей, которые воевали здесь
В России воевали люди, которые там граждане Германии, Евросоюза на стороне России воевали против Украины. Их Россия даже не думает никого выдавать, что бы они ни совершили по отношению там, к Украине или к какому-нибудь остальному миру. Даже вообще нет таких вещей, да, какие они могут делать. Ну, вот посмотрим. Украинцы сочувствовали России, когда они нападали на Чечню. Ну, это мы сейчас не будем говорить о Муамуа. Да? Были такие, кто сочувствовал, но мы сейчас не об этом. Сейчас мир изменился. Украинцы поняли, кто друг, кто враг, разобрались, разбираются, не полностью еще поняли, не все поняли. Да и у нас, в наших рядах тоже разброд и шатание иногда наблюдается. Поэтому не будем делать выводов. Так, Салауди Саида, если мы более 100 народов жили вместе с сейчас СНГ, если мы будем жить, дружить по соседству, торговать, созидать, ездить друг к другу в гости, создать свои объединенные республики, это же возможно. Создать свои объединенные республики, меня вопрос интересует. Мы жили в Советском Союзе, Салауди Саидов, насильно загнаны в этот Советский Союз. Например, нам, чеченцам и ингушам, приходилось отмечать 9 мая, день 9 мая, или там 23 февраля, скажем так, в тот день, когда нас депортировали. По победу окончания войны нам приходилось отмечать как врагами народов, да, долгое время. За это мы не были реабилитированы, да, там какой-то закон приняли, там дальше ничего этого закона не пошло. Это не говоря уже о том, что вот именно в это 23 февраля нам устроили очередной геноцид. Никто не собирается, например, я не понимаю вообще предмет разговора наш, Салауди. Какие 100 народов, СССР, как бы нет, СССР нет, все живут, страны Балтии живут отдельно, Украину кровью харкает, Украина не хочет возвращаться в этот совок. Мы заплатили 300 тысяч жизнями, 300 тысяч, третей от числа наших граждан. О чем вообще речь? Почему мы должны строить СССР какие-то и объединенные республики? Нет. Республики должны быть разъединенные. Объединять их должна только хорошо укрепленная граница. И то, если это нормальные, добрые соседи, то можно, как в Европе, например, с Грузией, я не считаю, что нам нужна вообще граница. Дорога, да, через горы, перевал нам нужна. Отличная такая горная швейцарская, швейцарских стандартов дорога нам нужна. Но нам с Россией нужна хорошо укрепленная граница, чтобы никакие вот эти агенты ФСБ, ГРУ там не проникали, не совершали свои подлые деяния и так далее. И если мы объединяемся, да, в СССР, то опять объединяемся под русским началом, да, или все-таки под чеченским объединимся, или же там под каким-то. Нет, русские не дают развиваться ни нашей культуре. Посмотрите, сколько у нас ученых, сколько у нас профессоров. Это все то, что мы вот сожительствовали с матушкой Россией, да, с их матушкой Россией. Поэтому ничего хорошего Россия не дала. И чеченский язык занесен ЮНЕСКО в языки, в перечень языков, исчезающих языков. Это что? Культура после... Нет, это вообще даже разговаривать. Слауди, ты явно выдаешь позицию прорусского человека. Это на моем канале не приветствуется. Босс Хуга, Аслан, не меняй тон. Что ты имеешь в виду, не меняй тон? Не меняй тон. ЛЛ Босс Хуга, губок, да, не меняй тон. Хорошего эфира. Так, Салауди нас покинул. Отлично. Так, 70% проголосовали за зеленую, 70% это подавляющее большинство проголосовали за совка, который присмыкается перед Путиным. По-моему, это характеризует нацию.
Давайте я тогда выступлю адвокатом украинцев, Украины. Ну, давайте так. Порошенко миллиардер. Я говорю свое мнение, так как Порошенко сейчас не президент, я могу его высказать смело, не влезая там в внутренние дела Украины. Например, Порошенко миллиардер. Стать миллиардером и быть честным. Давайте мы все прекрасно понимаем. У нас нет доказательств, но мы знаем, что быть честным, порядочным, законопослушным и стать миллиардером невозможно. Факт. Ну, это мое мнение, поэтому можете не соглашаться с ним. То же самое, например, во время правления президента Порошенко был выдан Тимур Тумгоев, о котором мы сегодня тоже поговорим. Потом, знаете, такая была ситуация, когда народ пребывает в войне, ему нужно что-то мирное. Понимаете, воюет там небольшая группа людей, а большая часть людей, она не хочет этой войны. Да, она не хочет быть с Россией, но они не хотят воевать. Даже готовы остаться с Россией, но главное не воевать. Понимаете? Вот такой вопрос возникает. У большей части, у всех народов возникает вот такая ситуация. И Зеленский очень правильно, грамотно провел вот эту пропагандистскую, свою агитационную подготовку к президентским выборам и запустил сериал, которого все любили, были хорошие рейтинги этого сериала, любили Зеленского, который всех веселил, радовал, приносил радость в каждый дом. И Зеленский обещал, что он закончит эту войну, он решит этот вопрос. И у людей в Украине, которые живут, по большей части возникла ситуация. Я не говорю, что они были правы. Нет. Я просто в качестве адвоката выступаю в защиту их, потому что реально были объективные причины на то, что выбрали Зеленского. И люди посчитали, что все-таки он сможет, он это сделает. Как тот же Трамп, например, в Америке. Он тоже был шоу-бизнесом, в бизнесе, его все знали, он там, хоть и не был успешным таким строительным магнатом, но при всем при этом он делал вид такого успешного человека, да, как это делается сейчас. Да, любая барышня может в Инстаграме так делать, и не только барышня. И люди просто поверили, и в этом есть прелести демократии, что если они один раз ошибаются, то второй раз они выбирают другого. И Зеленский не останется навсегда, и это доказали предыдущие президенты. Потому что все они покинули свои посты, как только в том или ином случае по закону или по требованию народа они были нежелательны или там незаконны на этом посту. Поэтому, да, Зеленский не оправдал многих надежд, пока, по крайней мере. Но он всего лишь 1,5 года, может еще что-то успеет, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы успелось больше. Ну так, давайте сразу тогда перейдем к теме. Перейдем сейчас, одну секунду. Да, сейчас давайте тогда отвечу на ваши вопросы. Красиво идешь, Хуга Босс. Нет, я вас не покинул, говорит. Так, чеченский след. Есть много способов взламывать. Вот так. Мне очень стыдно, говорит. Енка, это, наверное, украинец. Так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Говорит, напоминает Джохар Дудаев. Сергей Зор. СССР страна селекционер дебилов. Да и в Украине их как везде. Согласен, Сергей. Повністю подтримаю, говорит Юрий Лос. Аслан Лорс. Аслан, правильно ли нам участвовать в чужих войнах, если по отношению к нам относятся неблагодарно? Так, давайте так, Аслан. Конечно же, если вот конец твоего вопроса, если они относятся к нам неблагодарно, то, конечно, сразу же оттуда вытекает, что, конечно, неправильно участвовать в войнах, в чужих войнах. Но давайте исходить из того, что сделали вот на тот период времени, да, вот
когда в Украине война только начиналась, и добровольцы вместе с Муслимом Чебарлоевским и Сой Мунаевым вместе поехали защищать Украину. Помните, как это было? Это то же самое было, между прочим, и в Грузии. Из чеченцев сделали такой лейб, да, мы все это прекрасно помним, и такой тренд, такая марка чеченец, да, это головорезы, они приезжают, всех убивают, все захватывают и так далее, и так далее. Причем этот тренд, это имя было сделано нашими настоящими защитниками нашего Отечества, которые сражались против России за свою родину. Вот эти люди по большей части были убиты, посажены, выгнаны из страны. И те люди, которые не смогли пройти их путь, или даже не выходили на их путь, а сразу перешли на сторону русских, они взяли вот это имя, наше чеченское имя, и вот эти предатели из чеченского народа, благодаря российской пропаганде, стали вот этими воинами. А мы прекрасно помним, что эти воины, так называемые в кавычках вот эти предатели, там кадыровцами их условно называют, хотя там есть военные, вообще Кадырова ненавидящие люди и любящие очень сильно Россию. Вот эти люди направились в Грузию. И это психологический такой удар, особенно для страны, которая не воевала давно, или там люди не привыкшие. И вот раз начинаются боевые действия, и тут обкатанные на войне, умеющие там создавать очень сильно такой ажиотаж. И вот под видом чеченцы вот все напали на Грузию. Помните, в 2008 году, когда на Грузию напала Россия. То же самое произошло в Украине. И вот в этот момент, да, наши бойцы немного сделали для того, чтобы освободить там, отстоять Украину. Потому что было, во-первых, не так уж и много, хотя я не знаю, что они сделали, может быть, они и много сделали. Но я исхожу из количества наших бойцов, которые северокавказских, кавказских, которые там были, грузины там были, ингуши, дагестанцы, чеченцы, все там были из нашего Кавказа. Вот эти люди, в первое, что они сделали, если вы тогда обратили внимание, когда Иса Мунаев и Муслим Чеберлоевский туда приехали, создали два отряда, два батальона. Первый отозвали кадыровцев, которыми запугивали их. В аэропорт закинули, там они понесли потери. Так они и дальше, конечно, принимали участие. Но уже чеченская вот эта фишка, она уже, как говорится, не канала, не прокатывала. Потому что уже настоящие чеченцы приехали, которые по-настоящему воевали, умели воевать, имели опыт и имели возможность все это показать на своем примере украинцам, что вот мы настоящие чеченцы. И сам Мунаев, я слышал, ездил по фронтам в самом начале, с одного фронта в другой, чисто поднять дух. А дух это сильнее всех ракет, бомб и так далее. Поэтому в этом то, что приняли наши бойцы участие. Плюс в том, что помощь моральная была оказана Украине. Раз. Наше имя не было запятнано, как пытались запятнать его в Грузии в 2008 году. Там тоже, кстати, Зелимхан Хангашвили и другие собирали людей, и со стороны Грузии выступили чеченцы. Но тогда они такой огласки не получили, так как были гражданами Грузии по большей части. Ну и такие, известные не были, как Иса Мунаев. Ну или не захотели стать такими же известными, не засветились. И вот что мы поимели. Подняли дух украинцам, что сохранили свое доброе имя в глазах украинцев и всего мира. Его продолжили бы пачкать, его будут пачкать, будут продолжать его пачкать. Мы постараемся его сохранить. И в этом плане, и, конечно, непосредственно военная помощь. Да, там погиб наш генерал Мунаев Иса, там погибла Амина Акуева в Украине. Поэтому в этом плане
и мы должны принимать, вот именно должны были, мне кажется, не ошибочно, что мы вот поддержали Украину. Она выстояла в том числе и благодаря нашим добровольцам. Но теперь возникает другая ситуация. Теперь они уже как бы никому не нужны. Я не знаю, что там связано. Я давно не общаюсь с представителями батальона. Я как-то ездил 3 года назад в Украину. Там я познакомился, там пообщался. Было общение. Сейчас оно остается, да, в том числе по Фейсбуку. Но не такое, как раньше. И вот сейчас выдали одного парня, ингуша выдали. Сейчас я вам покажу эту новость, и мы плавно перейдем. Выдали Руслана Акиева. Сейчас, одну минутку. Выведу на экран. Дмитрий Корчинский, есть такой украинский патриот, сообщает, что готовится депортация около 200 северных кавказцев. Північно-кавказцев. Північно-кавказцев звучит по-украински. Это преимущественно тех, кто связан с антимосковским сопротивлением. Среди них хотят дать московским бойцам название батальона Шейх Мансур, воевавший на стороне все эти годы, включая командующего батальоном Муслима Чеберлоевского. По случаю Москвы эти меры уже, это с украинского перевода здесь, уже внедряются. В Киеве ночью арестовали Руслана Акиева, ингуш, участвовавший в московско-украинской войне. Сегодня его выдают в Молдове, готовят депортацию в Москву. Поступила информация, что Руслан Акиев был убит. Мне сообщили, что эта информация не соответствует действительности. Он жив, Руслан Акиев, и находится в Молдове. Мы очень будем надеяться на то, что Молдова не выдаст Руслана Акиева в Россию, так как он ингуш по национальности и, скорее всего, является гражданином России по факту. Поэтому вот такая вот ситуация. Но несмотря на это, мы этот вопрос, конечно же, должны тщательно сейчас обсудить, поднять и максимально привлечь внимание к этой проблеме. Хотелось бы начать с того, что был такой ингушский, есть, он сейчас сидит в российской тюрьме, Тимур Тумгоев, который в 2018 году решением Генеральной прокуратуры Украины выдан спецслужбам России по подозрению в членстве ИГИЛ. Не участвовал в АТО на востоке Украины, заявил экс-заместитель генпрокурора Евгения Енина. Евгений Енин, тот самый, который подписал выдачу Тимура Тумгоева России, затем занимался делом по сбитому Боингу. Понимаете, да? Евгений Енин сотрудничает с ФСБ, выдает Тимура Тумгоева России, и после этого, вот давайте посмотрим эту новость. Уроженец Ингушетии Тимур Тумгоев, экс-заместитель Луценко, назвал мифом информацию об участии в АТО Тимура Тумгоева, выданного Украиной ФСБ. Это для того, чтобы сбить такую волну патриотов, которые вышли и начали возмущаться по этому поводу. Так вот, смотрите. Во-первых, у Тимура Тумгоева было удостоверение батальона Шейха Мансура, которое ему Служба безопасности Украины, СБУ, аккуратненько вложила в карман перед тем, как его посадить на самолет и выдать ФСБ. Это делалось для того, чтобы не оставалось у суда и у кого-либо других сомнений в том, что Тимур Тумгоев принимал участие в войне, в русско-украинской войне или московско-украинской войне. Это чтобы в суде было легче доказать его вину. Ему так услужливо СБУшники своим коллегам из ФСБ передавали Тимура Тумгоева. Тимур Тумгоев в первые же дни, как только перебрался в Россию, был жестоко избит.
Он не узнавал сестру, которая там пришла к нему там на свидание или в суде на продлении, когда они встретились. И получил он 18 лет русских концлагерей, российских концлагерей. Так вот, уроженец Ингушетии Тимур Тумгоев, послушаем Евгения Енина, заместителя Луценко, интервью радио НВ, он сообщил, что соответствующая информация является мифом. Мифом являлась информация о том, что Тимур Тумгоев воевал на стороне Украины. О том, что он воевал в батальоне имени шейха Мансура, об этом сказал Муслим Чеберлоевский. Официально он об этом заявил. Несмотря на это, Енину не мешает, когда командир говорит, на руках есть удостоверение, командир Тимура Тумгоева, Муслим Чеберлоевский, говорит, что он воевал. Несмотря на это, генпрокурору Евгению Енину хватает наглости утверждать, что это абсолютный миф, то, что господин Тумгоев был добровольцем или участвовал в конкретных операциях на стороне Украины. По этому поводу даже проводилось досудебное расследование. Ни один человек не подтвердил прямо и непосредственно, что он участвовал совместно с господином Тумгоевым в какой-то специальной военной операции на территории зоны АТО. По словам экс-сотрудника ГПУ, ни защита Тумгоева суда, ни он сам не заявляли об участии в операции на Донбассе. Понимаете, пользоваться вот такими подлыми приемами, да, для Енина, который занимается, кстати, занимался до того, как я лично писал по этому поводу открытые обращения, занимается делом с битым Боингом. И ничего удивительного, что у русских появляется информация. Тут Енин сообщает, что не заявляли, ни Тумгоев, ни кто-либо на суде не заявляли. Было удостоверение, которое изъято. Все об этом знают. И заявлялось неоднократно, что Тумгоев является участником АТО. При всем при этом, когда выдавали Тумгоева, его выдали так быстро, что даже адвокат не успел к нему приехать. Сказали, утром отпускаем, сегодня задержали и ночью выдали Тумгоева. Это так, для ясности. Вот дальше смотрите, что пишет уже сам Тумгоев из тюрьмы. Это уже 27 марта 2020 года. Осужденный на 18 лет уроженец Ингушетии Тумгоев заявляет о давлении администрации колонии. Осужденный Северокавказским окружным военным судом уроженец Ингушетии Тимур Тумгоев заявляет о попытке расправиться с ним со стороны администрации колонии за участие в боевых действиях на стороне Украины в районе Донбасса. В частности, Тумгоев в сообщении, переданном из колонии, отметил, что с момента прибытия в колонию он находился вне карцера около 1 часа. То есть его избивали. В карцере отсидел 50 суток, практически, он отсидел 50 суток в карцере. Практически этим меня туда, с этапа меня туда отправили. Сейчас в бараке усиленного режима, отметил Тумгоев. Он добавил, что во время следствия ему задавали вопросы о событиях в Украине, расспрашивали о кавказцах, воюющих на украинской стороне, в частности в батальоне имени шейха Мансура. Хотя в обвинении фигурирует Сирия, практически все вопросы были об Украине, подчеркнул Тумгоев. Это, чтобы вы знали, это человек, который знает месторасположение, он находился, как сказал Муслим Чеберлоевский, не в первые же дни войны он оказался, попозже. Но уже он бывал на передовой, выезжал и так далее, знал, с кем он состоит в батальоне, знал места расположения разных частей. И, конечно же, под пытками можно выбить у любого информацию. И такого человека, владеющего военной обстановкой, хоть не полностью, хотя бы частично на месте, да, вот этого человека Евгений Енин выдает. А представьте, если сейчас выдадут Муслима Чеберлоевского, который там по всем фронтам поездил и знает огромное количество, владеет огромным количеством информации. Это, похуже, я не знаю, любой измены и предательства. Не говоря уже там о этической и моральной стороне этого вопроса. Это вообще отдельная тема. Так, дальше. Он напомнил, что при передаче его сотрудникам ФСБ, смотрите внимательно, офицеры
службы безопасности Украины положили ему в карман удостоверение участника боевых действий, выданное ему во время службы в батальоне шейха Мансура. Тумгоев считает, что в ближайшее время его переведут в одну из колоний Саратовской области для содержания в едином помещении камерного типа ЕПКТ. Сестра Тумгоева Марина в комментариях Кавказа Реали отметила, что его семья добивается перевода брата в одну из колоний на территории Северокавказского федерального округа, что проще было нам ездить к нему на свидание, передачи возить. Ну вот и так далее. Вот ситуация вот такая. Сейчас поступает информация. Выдали вот Акиева. Выдали Акиева. И ожидается сейчас депортация около 200 человек. Надо признать, что сегодняшняя Украина не выдала России этого бойца. Она его депортировала в Молдову. Таких депортаций Украина при Порошенко совершала, так, например, грузинские бойцы были с мешками на голове, по-моему, их закинули в самолет и вывезли в Грузию некоторых бойцов. Я не помню все детали, но помню вот этот момент, который там был. То же самое сейчас произошло с бойцом батальона шейха Мансура. При Порошенко, на самом деле, Луценко, когда был генеральным прокурором, был выдан Тимур Тумгоев. Это был такой резонансный случай. Давайте посмотрим, что произошло, когда вот выдали Тимура Тумгоева, и люди вышли на митинг. Давайте послушаем буквально несколько минут выступление Муслима Чеберлоевского и узнаем, что как будут жить наши дети. Подходите, делать, надо что-то делать, потому что нас иначе распорошат. Смотрите, одних патриотов убили, других сделали инвалидами, третьих посадили, четвертых подготавливают к посадке. К чему мы идем? К чему мы идем? Сколько мы будем рабами? Хватит быть рабами. Добрый день всем. Ну, в любом случае, сперва мы должны разобраться в любой ситуации, как это налажено, как они еще дальше, если это планируется, тогда уже это надо как-то уже жестко пресекать. Но сейчас мы переговоры просим выяснить ситуацию. Может, мы подозреваем, это какая-то провокация, может быть, кто-то там ожидал дальнейших каких-то беспорядков, каких-то движений. Мы опять же, я все время и говорил, мы лично, наше подразделение, мы никогда не лезли в политику, внутренние дела России. Наша цель и задача просто поддержать украинской стороне против России, против общего врага. А дальнейшие действия уже, которые там внутри Украины, мы ими не разбираемся. Все, что от нас зависит, и все, что мы можем помочь, мы пришли помогать, и все. Поэтому нас много раз хотели где-то куда-то затянуть, использовать где-то, так как мы в политике не разбираемся и не интересуемся. Наша задача — война. И на войне мы познакомились с многими патриотами, с многими воинами, которые действительно защищают эту страну и переживают за это. Вот с такими людьми мы поначалу нас вообще-то пригласили официальные власти, и потом оно как бы пошло с самотеком. Мы остались сами. То, что обещано было нам и не дали оружие и остальное снабжение. Мы сами достали оружие, сами пригнали машины с Европы и сами начали это дело. Поэтому мы сегодня не хотим из-за нас, чтобы какие-то лишние движения произошли. Мы хотим выяснить ситуацию и наших бойцов, и ваших. Это мы вся одна сторона. Поэтому
главное, чтобы нас не использовали где-то. Это я говорю вам, так как вы разбираетесь больше, вы местные, вы украинцы, и нам совместно, чтобы выиграть, не обязательно ломать какие-то стекла, это не выход. Нам нужен решение и выход из этой ситуации, чтобы и с правительством, чтобы и с народом, и чтобы это все было. Предателей вычислить оттуда, посадить, расстрелять, повесить, не знаю, что-то там решить с ними, и с остальными. Мы знаем, там не все предатели и не все такие. Это же правительство, выбранное украинцами. Ну, какие-то есть. Хвост Януковича тут остался. Хвост России и ФСБ тут работает. Ну, поэтому над этим нам надо работать. Над этим надо вычислять их и удалять. А систему остальную, лучших туда, худших оттуда выбирать, я думаю, вот так примерно. Тобто фактично, Фактично, да, зараз секундочку. Командир чеченского батальона имени шейха Мансура. ще я хотів би сказати. Свободу Чечне. Смерть врагам. Я хочу сказати. Это была речь Муслима Чеберлоевска, командира батальона имени шейха Мансура. В августе 2018, в сентябре, по-моему, 2018 года, сразу после того, как Тимур Тумгоев был выдан России. Теперь же ситуация такая, что Муслим Чеберлоевский и остальные добробатовцы тоже могут быть депортированы. Надеюсь, конечно же, ни в коем случае в Россию это не произойдет, но может произойти депортация. Для чего это делается, да? Для чего делается депортация, для чего проводится, вот даже не знаю всех деталей, нюансов, я не знаю, какие там происходят, но я понимаю, что это попахивает изменой. Конечно, может быть какое-то логическое объяснение всему этому, но при всем при этом это очень настораживает вот эта ситуация. И я призываю всех обратить на это внимание, постараться защитить ваших же добровольцев. Я обращаюсь, конечно же, к украинцам. Также я обратился бы к президенту Украины, к Владимиру Александровичу Зеленскому. Владимир Александрович, мы с вами ровесники, и у нас, у чеченцев, не принято обращаться на «вы», к ровесникам особенно, да и к старшим тоже. Но так как вы представляете Украину, являетесь высшим должностным лицом Украины, я обращаюсь к вам, конечно, на «вы» по имени и отчеству. Владимир Александрович, вы понимаете, что после ухода с вашего поста, президентства, о вас останется то хорошее и то плохое, что вы сделали. Но есть еще позорные страницы, которые нельзя будет отмыть. И вы, как, извиняюсь, конечно, не этнический украинец, да, как еврей, можете вызвать там обиду на всех евреев даже, да, а украинцы могут сказать, ну, он же не украинец, хотя ваш предшественник был украинцем и выдал России, при нем точнее выдал, Евгений Енин и прокурор Луценко выдали бойца Тимура Тумгоева, который отбывает 18 лет в российском концлагере, срок за участие в войне против России на стороне Украины, и там еще ему шьют дело там участия в войне в Сирии. Я обращаюсь к президенту Владимиру Александровичу, к вам, обратить внимание на этот факт, да, вопиющий факт. Да, и бывают разные моменты, какие могут возникнуть с людьми, которые воюют, да, но при всем при этом всех массово скопом депортировать или даже готовиться к этой депортации, даже обсуждать это не делает чести ни Украине в целом, ни вам лично, как президенту. Поэтому я прошу вас разобраться в этой ситуации и не депортировать. Это люди, которые поставили все на кон, когда пошли защищать вашу страну. Среди них могут быть разные люди, если есть
не заслуживающие доверия элементы, конечно, их нужно выявлять, выкорчевывать. И в этом, в первую очередь, конечно, сами участники батальона должны этим тоже заниматься, конечно, при помощи властей Украины. Но если есть какое-то подозрение, что там есть какие-то ненужные или вражеские элементы, то, конечно же, нужно разбираться с каждым в отдельности, а не со всем батальоном. Это я ни на что не намекаю, я, конечно, не знаю, есть или нет, просто я хочу понять логику поведения украинской власти, которая выселяет, депортирует людей, которые, ну, кроме пользы, ничего плохого Украине во время продолжающейся войны ничего принести плохого не могут. Война, как известно, не закончена, Крым не возвращен, Донбасс также находится под оккупацией. Поэтому призываю всех, в том числе начиная от президента, заканчивая всеми гражданами Украины, обратите внимание на это и прошу сделать все возможное, чтобы эти люди получили те паспорта, которые им давным-давно, гражданство, которое им давным-давно было обещано, сразу же после передачи в руки ФСБ Тимура Тумгоева была создана комиссия, потом эта комиссия по какой-то причине была расформирована, один из участников этой комиссии был арестован. Не знаю, чем это было связано, настоящий там криминальный эпизод имелся в деле, или же это была какая-нибудь инсценировка, но даже если это был настоящий какой-нибудь там криминальный момент в этом деле, то можно было других людей привлечь, и вообще, даже если один человек остается в батальоне, которому нельзя там что-то там предъявить, то он должен был хотя бы один человек получить этот паспорт. Но, как мы знаем, паспорта добровольцы, кавказцы не получили гражданство, а это была какая-то защита от России. Ну, будем следить за этой ситуацией. Я постараюсь еще связаться с добровольцами в Украине, пообщаться с ними, если они захотят, мы запишем интервью и представим его. Буду следить за этой ситуацией. Так, давайте перейдем к другой теме. Давайте сперва почитаю ваши комментарии, которые бывают очень интересные. А потом мы обсудим ситуацию, тоже очень важный один момент, который произошел. Так, давайте так. В прошлый раз чуть было не взяли штурмом прокуратуру, говорит Янхед. Да, я помню, и Джен или Ян. Но вот видите, Муслим Чеберлоевский как говорит, да, мы не хотим никаких провокаций, да. Опять же, выдача Тимура Тумгоева могла быть нацелена на то, чтобы какая-нибудь потасовка произошла. Понимаете? Поэтому, конечно, тогда проявили все выдержку, но Тимура Тумгоева уже не вернуть. И это осталось на совести Енина, Луценко. Ну и президент Порошенко не снял Луценко с занимаемой должности генерального прокурора. Так. Иса Барая, Муслим Чеберлоевский, настоящий чеченец. Да, Алмула. Да, если выйдут герои, тогда стыдно жить в Украине, говорит. А еще ты Нюхер. Ну, дай бог, не выдадут. Главное, надо что-то делать. И главное, никто не знал же ничего, в один день ингуша выдали. Да, совершенно верно. Также выдали и вот вчерашнего ингуша, которого Молдове выдали. И будем надеяться, что можно будет продолжать борьбу за то, чтобы Молдова не выдала России. Но при всем при этом Тимура Тумгоева вызвали с АТО, вот с того места, где он находился, мне рассказывала правозащитная харьковская группа, и его товарищи мне, Тимура, рассказывали. Говорили, его вызвали,
у него там продление было, там у него какая-то там ситуация была, и он должен был просто отметиться. Да, пришел, его задержали, и все, и сразу же выдали. Адвокату сказали, все нормально, завтра можете прийти, навестить его, там, все нормально. И в ту же ночь выдали. И вы только что видели, как Тимур уже из тюрьмы сообщает, что ему это удостоверение положили в карман. Какая подлость, да? Я уверен, без коррупционной составляющей, конечно, это дело не обошлось. И эти СБУшники должны были бы быть привлечены к ответственности. И Енин не должен был ехать в Гаагу, или где он там занимался вот этим делом по сбитому Боингу. Вот тогда бы другим прокурорам, другим СБУшникам было бы неповадно отдавать. Если бы Енин сел бы надолго за измену родине. Но вот не сел. Наоборот, перекинули на другой, более ответственный участок работы. Так. Боялись, что будут беспорядки, Этьен. Да, боялись. Братья украинцы, не дайте этому произойти, говорит Максим Господарь. Зе обещал всем гражданство, не дал, под разными предлогами затягивали. Да, затягивают. Большая проблема с этим. Так, славянин Руси, это специально делается, чтобы опозорить Украину. Это нельзя просто так оставлять. За что? Да, это большой удар, репутационный удар. Украина только-только становится. И кроме репутации, Украины пока очень мало что имеется. Да? Армия вот только формируется уже. Ну, я думаю, костяк сформировался. Слава Богу. В финансовом плане Украина пока не делает больших успехов. В борьбе с коррупцией тоже особо не делается. Хотя свободная власть, свободный народ, все это имеется. И слава Богу. И если такая тенденция будет продолжаться, конечно же, Украина станет успешным, цивилизованным европейским государством, на что мы очень все надеемся, да, и что мы будем дружить с нашим европейским чеченским государством, будем дружить с европейским украинским государством. Но репутация — это все, что есть Украина. Вот это воины добра, воины света, на стороне света находятся. И вот это просто перечеркивает многострадальные чеченские, кавказские народы, которые пришли защищать Украину и вляпаются вот в это, но это, конечно же, будет очень плохо. Да, тоже на самом деле ситуация, когда наши бойцы туда едут защищать, да, вот Аслан Лор задавал вопрос, тоже важно вот эти моменты учитывать, ведь чужая война, она или не чужая, если вы не защищены, то рано или поздно, тем более если у вас есть враг могущественный, сильный и очень злопамятный, то, конечно, этот враг будет мстить. И вот та ситуация, когда чеченцы подняли дух украинцев, придя на помощь, да, и показали, что эти чеченцы, которые на стороне России, это не те чеченцы, а это российская армия. И в это время для нас важно было бы иметь защиту. Ведь Россия-то эту обиду затаила, ведь ее планы сбились, и в том числе по вине чеченцев, Исы Мунаева и Муслима Чеберлоевского с товарищами. И они несли свою, мне кажется, весомую лепту в это дело, поднятие духа. И показывать, что можно воевать, можно справляться. На местах особенно, да, мы всего этого тут не видели, но там на местах, когда к вам приезжают люди, умеющие воевать, умеющие побеждать, не боящиеся их, хотя и там тоже были не боящиеся, но когда есть люди, которые умеют побеждать, это поднимает очень дух, а дух важен на войне. Это самое важное на войне. И об этом отлично знал Джохар Дудаев, который всячески поднимал дух нашего народа.
будучи генералом военным, он прекрасно это все знал. Так вот, когда мы туда приезжаем, мы воюем, у нас должна быть политическая защита. У грузинских бойцов был Саакашвили, государство свободное, да? А у нас было правительство изгнания с Ахмедом Закаевым во главе. И в этом плане мы легкая добыча. Да? С юридической стороны можно с нами поступать как формально считая нас гражданами России, да? Что нельзя сказать по отношению к грузинам, допустим. И в этом плане, конечно же, и выход там на Ахмеда Закаева, там поддержка со стороны Ахмеда Закаева и так далее, правительству, она нужна была. Но даже если бы вот не было вот этих близких контактов, близких каких-то, открыто показывающих там принадлежность там к правительству там, или лояльность к этому правительству со стороны наших бойцов, после смерти Амины Акуева вы не проводили никакую информационную, очень малую информационную, скажем, никакую, о чем не стать, очень малую информационную работу. Муслим выступал, на интервью давал, и все, на этом ограничивалось. Адам Осмаев там давал интервью тоже. После гибели Амины Акуевой информационные сообщения с Украины просто перестали поступать. А в этом плане, конечно же, да, не нужно было вмешиваться, и правильно поступили, что они вмешивались в украинскую политику, и это не нужно делать. Это я уже тоже для себя запомню на всю жизнь. Но при всем при этом, конечно, вы должны были как-то информационно подготавливать, юридически подготавливать для себя почву. И не так, что вот там я знаю какого-нибудь там украинского депутата, министра, вот у меня с ним вот такие дружеские отношения. Нет, этого недостаточно. Да, там должна была быть юридическая составляющая вот этих отношений с украинским государством. Наверное, она тоже имелась, но вот я очень мало слышал информации о том, что... И это тоже наша ошибка, которую не поздно исправить. Ее и сейчас можно исправлять. Для этого нужно собраться нескольким людям, доверенным людям, и вести свою просветительскую в отношении себя, да, своей позиции, зарегистрировать какое-нибудь там юридическое лицо, какую-нибудь общественную организацию. И вести вот в таком плане работу нужно, чтобы всегда можно было обратиться и уже вместе отстаивать свои законные права. Михаил Барсук, пане Зеленский, послухайте, це слава Украине, героям слава. Астану большое спасибо, останусь за работу и помощь. Героям слава. Михаил Барсук, Янка, продажные души эти чиновники, все шито-крыто. Андрей Колесниченко, следи за своим языком, не открывай рот на нацию. Так, что-то уже тут на национальности переходит. Не переходите на национальности, господа. Тем более не трогайте никого, не трогайте. Так. Ичкерия Фарева. У батальона шейха Мансур вроде бы представители в Европе. Мансур со своим вайфондом, напарник Тузика. Зачем добровольцам эти игилоидные вербовщики, вообще непонятно. Ичкерия Фарева. Представитель шейха Мансура, батальона шейха Мансура, который со мной связался, я ему сказал, вот этот Мансур Сайдулаев к вам какое-нибудь отношение имеет? Он сказал, нет. Как он уехал с тех пор, он к нам никакого отношения уже давно не имеет. Он все, уехал, перебрался. Видимо, у него был такой трамплин, этот батальон шейха Мансура, чтобы закрепиться там, какие-то свои там дела сделать. Вот такая вот ситуация, поэтому Мансур и Цейрфонд не имеют никакого, и Тузик не имеют никакого отношения к батальону шейха Мансура. Так мне сказали. Так.
как-то да хватит вам, тут в основном люди за независимую Украину, и украинцев не винят, а винят власть Украины. Да, украинцев никто здесь не винит и не будет винить, потому что украинцы это такие же люди, как и мы, которые попали в беду, и мы только вместе можем сообща выкрапываться из этой беды, доверяя друг другу, поддерживая друг друга, а ни в коем случае не ища повод. Тем более мы знаем, что провокация идет с России. Да, Россия вот из-за спины закидывает эти провокации шантажом, подкупом, там, обманом и так далее. И мы теперь должны... Это то, что... Если мы поругаемся, это именно то, что нужно России. А если мы хотим победить Россию, то мы не должны делать ничего, что ей выгодно. Даже если мы там друг друга не любили, я имею в виду, не переносили бы на дух друг друга. Мы не должны были показывать. У нас, слава богу, так вопрос не стоит. Хотя пропаганда против нас велась, именно против нас, чеченцев, в огромном количестве. Да. Анзорино, дабо бише был ночь Украине. Анзорино говорит, что все объекты переводили, Анзор. Все чеченцы должны покинуть Украину. Салауди Саидов, дым без огня не бывает. Если Тумгоева отдали и других отдадут, продадут. Так, бывает дым и без огня бывает. В данном случае это еще не факт. Леди 1974. Аслан, что это может быть с моим ником? Кто писал? Потому как я Марат, потом чеченский след, потом как Максим Господарь. Что это такое? Я не знаю. Леди, может, глючит телефон у тебя? Так наш канал подвергается разным атакам постоянным. Это я говорю не потому, что хочу показать, что там меня там преследуют. Вы сами видите, как комментарии удаляются, подписываются. Мой канал, оказывается, подписан на каких-то ватников. Да, мой канал, я обнаружил, что мой канал, у меня подписка, я подписан на одного ватника какого-то. Сделал скриншот, а потом опять он исчез. Но я успел сделать скриншот этого канала. Ну и вот, ведется работа, убираются подписки, я пишу жалобу в YouTube, все, несколько дней отдыхает мой канал, перестают эти нападки, потом опять начинается, потом опять я пишу, и вот тут постоянно вот это грызня. У нас вот противостояние такое идет. При всем при этом мне уже это начинает надоедать, и я уже не пишу. Они там отписываются, вот прям идет каждый день отписка, подписчики добавляются. Раз я напишу в YouTube. И все, после этого останавливается. И опять начинают набираться люди. Потом опять проходит время, опять начинают убираться подписчики. Также убираются там лайки и эти лайки и комментарии убираются. Ну вот такая вот работа идет. Ну вот так вот. Вот именно, муслимы, вот товарищи, очень для них опасны. Лубянские крысы это понимают. Да. Чечня не Россия. Но цацаюешь долгом шмая сделаешь. Нис бог, верь моя здесь. Перезагрузи стрим, говорит леди. Леди, ты здесь вывешиваешься как леди. У тебя, может, там какие-нибудь проблемы могут быть. Перезагрузи реально. Так, антисистем. Предатели есть у всех. Их надо вычислять и ликвидировать, чтобы другим не повадно было. Ликвидировать не нужно. Ну, ликвидировать, если только привлекать к уголовной ответственности. Это была явная провокация, говорит Тор, со стороны РФ основ. Ход был такой: рассорить чеченцев с украинцами, запачкать репутацию Украины, и заодно добровольцы не будут помогать Украине. Россия подлая страна. Абсолютно, Тор, именно то, что я и говорил. Да, именно так. Нас рассорить, испачкать репутацию Украины, и в трудный момент
когда на какое-нибудь обострение пойдет, ну, сказать, что вот смотрите, какие украинцы плохие, не помогайте им, они такие подлые и так далее, и так далее. И это было бы очень удобно для России. Но мы не поддаемся на провокации, мы также хорошо, уважительно относимся к Украине и будем относиться. Конечно же, обязательно нужно, чтобы вот эти вещи пресекались самими украинцами. Как сейчас сказал Муслим Чеберлойский, это дело у вас местных, вы должны это все решать, мы должны вам только в этом помогать, потому что ваша юрисдикция, ваша страна. Так что вот такие вот дела. Так, давайте я вам тогда еще одну новость расскажу. Вы, наверное, помните Магомеда Ибрагимова, который по кличке Абу Хамза. Это у него такое арабская вот эта тема, имя такое было. Этот Магомед Ибрагимов принимал участие в Лапанкурской операции, точнее он был среди тех чеченцев, которых грузинские спецназовцы убили в горах Лапанкурии, в горах Грузии. И сейчас я вам его выведу на экран, он чуть со спины тут сидит, ну чтобы было понятно, о чем речь. Магомед Ибрагимов был осужден на 7 лет, по-моему, он тогда был осужден, за то, что принимал участие в запрещенной организации, террористической организации «Имарат Кавказ». Он был участником вот этой так называемой. Так вот, это первый представитель Имарата Кавказ, который был осужден в Европе. И, как выяснилось, этот человек был связан с Исламом Кадыровым. Это родственник Рамзана Кадырова. И Ислам Кадыров являлся его куратором. Это тот самый Ислам Кадыров, который был на связи вот с этим Магомедом Ибрагимовым. И тот самый Ислам Кадыров, который после ареста и посадки вот этого Магомеда Ибрагимова, вот вы видите, он спиной сидит, Ислам Кадыров прислал другого провокатора, тоже по религиозной тематике, Абдурахманова, братьев Абдурахмановых. Тоже это была такая операция. Этого звали Абу Хамза, этого новенького сейчас, которого прислали, агента Тузика, я его называю, агента российских спецслужб, Тузик. Вот его звали, он тут заявил о себе как Абу Саддам Шишани. Такой. Сейчас, правда, уже что-то по-другому сейчас уже говорит. Ну, вначале такой ярый игиловец был. Сейчас уже притворяется, что не игиловец. И вот мы понимаем, откуда растут ноги у всего от этого игила. Об игиле мы тоже поговорим еще. Смотрите. Сперва поговорим об Магомеде Ибрагимове. Новость вышла на Эхо Кавказа. На Эхо Кавказа. Фигуранта 4 декабря 2020 года. Фигуранта Лапанкурской спецоперации заподозрили в подготовке теракта в Австрии. 42-летний россиянин Магомед Ибрагимов заподозрен в подготовке теракта в Австрии. Об этом уголовном деле пишет австрийский таблоид Хойте. Сегодня, значит, со ссылкой на прокуратуру Рид им Инкрайса на севере страны. Сообщается, что подозреваемый мог совершить теракт 11 декабря сразу после того, как досрочно освободился бы из колонии, где отбывает срок за вербовку добровольцев на войну с Россией, отмечает Радио Свобода. В июле 2017 года Ибрагимов был приговорен судом в Вене к 7 годам лишения свободы за участие в террористической группировке. В декабре текущего года Ибрагимов должен был досрочно выйти на свободу. Понимаете, да? Вот сейчас в декабре он должен был выйти на свободу. Досрочно причем. В 17 листопада, отсидев 3 года, он должен, наверное, полсрока в июле, раз уже прошло. И вот он через полсрока, 3,5 года, должен был выйти на свободу. Перед освобождением он рассказал сокамерникам, что хочет организовать теракт. Утверждает Хойте, по данным издания, речь могла идти о взрыве в городе Зубен.
Дело расследуется Федеральным ведомством по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Прокуратура планирует подать жалобу на решение досрочно освободить Ибрагимова или отправить его под арест до депортации. Магомед Ибрагимов, фигурант Лапанкурской спецоперации, проведенной в сентябре 2012 году в Грузии в ущелье Лопота, близ дагестанского участка границы с Россией. По некоторым данным, Ибрагимов выжил в спецоперации и сумел уйти от преследования. Также сообщалось, что его задержали в Австрии после того, как обнаружили его телефонные данные, касающиеся спецоперации. Во время следствия Ибрагимов заявил, что был агентом российских спецслужб, личным шпионом главы Чечни Рамзана Кадырова и в ущелье Лопота находился по его заданию для организации провокации. По моим данным, он находился по заданию не Рамзана Кадырова, а Ислама Кадырова. Именно от Ислама Кадырова он является, видимо, связным от ГРУ. И вот занимается курированием вот этих дел. Так вот, вот этот Магомед Ибрагимов должен был выйти. И если вы помните, после убийства Самуэля Пати, французского учителя, чеченским молодым человеком 18 лет или 17 лет, по некоторым данным, Абдаллаха Анзоровым, вот этот Магомед Ибрагимов, Абу Хамза, который отбывает свой срок, у которого свой YouTube-канал, и он выкладывает разные видео, или от него человек там их выкладывает, да, и скорее всего, их организация этим занимается. Имеется в виду ГРУ, военные, российские военные, которые занимаются этим. Они на этом канале занимались фальсификацией и рассказывали, что вот это Абдаллаха Анзорова, этого убийцы, этого учителя французского, что его встречают с почестями, что его там переименовали улицу, ну и так далее. Вот такая вот информация поступала, что его тело встречают с почестями там, и так далее, и так далее. И вот недавно тело Абдаллаха Анзорова привезли в Чеченскую Республику, и его встречали. У меня есть стопроцентная информация, стопроцентная у меня, я располагаю информацией. И сейчас нам рассказывают, что такие были похороны, как героя этого Абдаллаха Анзорова. И у меня есть информация, что кадыровцы специально организовали встречу тела убитого французскими полицейскими, да, во время задержания. И его привезли в его родное село, населенный пункт Шаладжи, которое было оцеплено для того, чтобы не мешали снимать свои вот эти постановочные кадры. И неся тело Абдаллаха Анзорова, некоторые кадыровские муллы, которые там были, они там возносили его как погибшего за веру, как защитника веры и так далее. При этом те, кто восклицал вот эти имена, там, Божьи имена, там, и призывал называя Абдаллаха Анзорова героем, забывают, что они находятся в стране и встречают тело Абдаллаха Анзорова, который, я считаю, является жертвой, так же, как и Самуэль Пати, и жертвой провокации преступлений, которые совершаются российскими спецслужбами, российскими пропагандистами в интернете, которые вербуют молодежь и подталкивают на эти преступления. И вот привезя это тело, они вот кадыровцы, которые продали родину, товарищей, мать родную России за кость, которую с барского стола им кинул Путин, эти люди, не отомстив за убитых 300 тысяч, возносят человека, который убил учителя истории, по-моему, который показал карикатуры на пророка. Да, это большое
ЧП, чрезвычайная ситуация для чеченского народа, для его семьи, для Самуэля Пати, для Абдаллаха Анзорова. Но продолжение эксплуатации ислама во вред чеченцев продолжается. И ничего хорошего, если мы не начнем прилагать усилия максимально, чтобы вот эту тему как-то освещать и не давать вот этим разным Магомедам Ибрагимовым, да, который сейчас сидит в Австрии, и другим людям, которые стоят за этим Магомедом Ибрагимовым, вот эти провокации, которые совершаются, если мы это не будем пресекать, то это может далеко зайти. Слава Богу, тогда удалось сбить волну, люди поднялись, сказали, что они осуждают это преступление, совершенное вот этим молодым человеком. Но при всем при этом человек убит, 2 человека погибли, и мы останемся в архивах интернета. Чеченцы будут фигурировать вот в убийстве Самуэля Пати. Так, давайте почитаем ваши комментарии. Посмотрим еще что-нибудь. Так, Аслан, секир башка, святой путь, очень разумный путь. Это вам не высокие пенсии давать старикам и мерседесы клепать. Да, это точно. Я тебе на лапу дам. Так. Два министра обороны были граждане РФ. Управ делами президента Украины Курочкин, гражданин РФ. Начальник СБУ, гражданин. И чем можно было говорить? Ну да, это все было. Так, так, это не мне. Абдалла Анзоров, бедный парень, говорит, секрет Тремптер. Секрет Аслан, спасибо за правду и просветление. Пожалуйста, наоборот, для нас это очень важно. Ислам Кадыров связан и с Турсом, не так. Турс, кто такой Турс? Шаа, наверное. Турс. Не знаю, о ком ты говоришь, что? Не знаю. Немо 77. У Мордора сейчас горит, они все силы бросили на бардак. Да, горит, конечно. У них, конечно, не все так хорошо. Так, друзья, я вам оставлял у себя в сообществе видео с канала НЭП Праг Инны и Андрея Курочкиных. Это люди, которые, как здесь в этом интервью, они взяли у Ахмеда Закаева интервью, у меня на канале в сообществе должно быть и это интервью, и тот большой фильм «Не молчите, русские», «Русские, почему вы молчите», тоже есть этот фильм. И вот я бы хотел, здесь взято интервью, я хочу вам прорекламировать этот, сейчас смотрите, вот этот канал, называется Net Prague, называется. Путин уйдет, Кадыров уйдет, Закаев уйдет, народы должны жить, Ахмед Закаев. Вот это интервью очень интересное, где Ахмед Закаев, как обычно, в своей манере, доходчиво, развернуто рассказывает очень интересные вещи. Советую вам посмотреть, предлагаю всем подписаться на этот канал, прошу распространить максимально распространить это видео, привлечь внимание. И я бы хотел бы завершение этого видео и завершение своего стрима вам показать вот выступление Ахмеда Закаева. И после этого наш стрим будет завершен. Поэтому сейчас же с вами прощаюсь. Подписывайтесь. Ссылку на этот канал я оставлю. Канал и это видео я оставлю у себя под видео. Подписывайтесь на канал. Распространяйте информацию максимально. Пусть люди узнают правду. Всего самого хорошего и приятного просмотра. Это какая-то определенная категория людей, предателей, которым дали все. И они продали и предали все и вся. И теперь вот врастили тело
вот это инородное какое-то инородное вещество, инородное тело в организм чеченского общества. Это вот они, Кадыров, Демирханов, Давудов, а они все герои России, академики России. Это же российские политики, да? Вот этого чеченцы никогда не простят. Я уверен в этом. И это никогда не пройдет именно. Дело в том, что то, что вы отметили со временем, с годами, ну и было, ну и ладно, ну давайте переживем. Это не было, не прошло, это есть. Вот пока присутствует и вот этот будет существовать этот режим, это никуда не ушло, никуда не уйдет. И вот пропасть отчуждения между нашими народами, почему Путин совершает преступление, я считаю его военным преступником и вообще преступником. Политики уйдут, Путин уйдет, там, Закаев уйдет, разница, Кадыров, все уйдут, но народы должны жить. А вот то, что он закладывает сегодня между нашими народами, вот этому нет прощения. Потому что если в какой-то период, какое-то время, разошлись, да и разошлись, после распада СССР, да, декларация о государственном суверенитете, Россия выбрала свой путь, чеченцы выбрали свой путь, разошлись и разошлись. И никакого антагонизма или же неприятия по отношению друг к другу у чеченцев и у русских не было. И это очень четко показала война. Идет война, а российские матери живут в Чечне в поисках своих сыновей. Где это было, когда это было, в каком... Это показатель того, что не было вражды между нашими народами. А вот то, что он сегодня делает, устанавливая кресты в Чечне и называя улицы бандита и разбойника Кадырова и называя какие-то площади его именем, это в последующем отразится на отношениях между нашими народами. Вот что страшно. И вот что никуда не ушло. И вот поэтому нам надо все-таки пережить путинизм. Нам нужно, вот пока мы еще живы, люди, которые имеют отношения, нормальные отношения и взаимоуважение друг к другу, мы должны разрешить эту проблему с тем, чтобы оно потом не имело дальнейшее негативное развитие. Чтобы каким-то образом попытаться сблизить вот эту пропасть отчуждения, которую образовал Путин, Ельцин и Путин, нам нужно проложить вот этот мостик. А он в чем заключается? Это в том, что, да, несмотря на все наши сложности и сложные взаимоотношения с Россией, но сегодня в природе существует договор о мире между Россией и Чечней, который Путин в одностороннем порядке денонсировал и как бы считает, что ничего этого не было. Оно есть. Вот нам все равно в последующем придется вернуться к этому. И именно поэтому мы сегодня пытаемся сохранить. Да, мы потеряли территорию, да, мы не контролируем сегодня то, что находится в Чечне. Но мы сохранили правовую основу чеченского государства, на основе которого был заключен вот этот договор о мире. И чтобы мы могли вернуться, мы это делаем не только для себя, для чеченцев, мы это делаем и для русских. Потому что другой альтернативы этому нет. И никакого другого документа в природе определения взаимоотношений России и Чечни не существует, кроме конфронтации, кроме войн, кроме кровавого прошлого. Вот есть единственное вот это белое пятно, на котором мы можем сегодня собраться и определиться. И он дает простор для маневра. Можно устраивать абсолютно нормально, с учетом интересов и Чечни, и Кавказа, и России. Можно все это, и мы это сделаем, иншаллах. Мы это сделаем, и мы должны это сделать. Иначе если мы сегодня дадим себя еще на какие-то 300-400 лет втянуть вот в это противостояние, то, что судно Путин закладывает, история нам этого не простит, наши потомки нам этого не простят. Мы должны это закончить. Вы пережили, и ваш народ, и кого я здесь вот встречаю в Европе, вы знаете, какие-то восхитительные люди, с которых хочется брать пример, которых я просто редко где увидишь. Просто восхищаешься, откуда люди, пережившие войну, видевшие страшное, которые после этого вообще не знают, что с человеком происходит.
Наоборот, откуда-то берется такой образ какого-то величественного человека, такого достойного. И откуда это? Можете объяснить? Откуда берутся эти силы и эта красота? Потому что вы необыкновенно красивые люди. Вы нам помогаете оставаться такими. Всевышний нас создал, да, всех нормальными людьми. И оставаться нормальными людьми вот в процессе вот всего, что произошло с нами, была Анна Политковская. Я просто свой пример говорю. Был Владимир Буковский. А вот вся эта надуманная такая вот, вернее, конъюнктурщики, да, это правозащитные организации, журналисты, которые обслуживают сегодняшний режим и прочее. Это немного другое. Это российская демократия, российская правозащита заканчивается на Чечне и на чеченском вопросе. Но есть люди, это как бы, пусть их мало, они единицы, что бы мы ни говорили, что бы мы ни делали, наше будущее, оно связано с Россией. Мы обречены жить вместе. И иначе, если мы не найдем какой-то выход из этого, да, вот это будет продолжаться. И мы выйдем из этого заколдованного круга насилия, который в истории нашей имеет, к большому сожалению, очень долгую историю. Спасибо большое, Ахмед, спасибо. В первую очередь я хочу сказать, что я верю, что Ичкерия будет свободной.